Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Конец 90-х годов прошлого века. В России эпоха ельцинских реформ. За несколько лет цены выросли в 1000 раз. В стране появились богатые и бедные, и социальное расслоение становилось все сильнее. Кризис особенно сильно ударил по маленьким провинциальным городам. Рабочих мест мало, учиться молодежи особенно негде. Скромные зарплаты не успевали за гиперинфляцией, в оборот ввели даже купюру номиналом в 500 000 рублей. Все деньги у людей уходили в основном на продукты и на водку. В годы социальных и политических потрясений огненная вода для многих была спасением. Буханку обычного хлеба в 96-м году покупали за 2200 рублей, а бутылка легальной дешевой водки стоила от 8000 рублей. Паленая – вдвое дешевле. В свои 22 года Людмила Курмышкина не особо задумывалась о будущем. Закончила 9 классов, жила одним днем, 16 лет вышла замуж. В законном браке с Андреем Курмышкиным родились 2 мальчишек, погодки. Держите. После рождения детей Людмила не работала, но детям и мужу особого внимания не уделяла. Она могла на несколько дней уехать в гости и оставить детей на родственников. Мальчишки росли сами по себе, часто бывали голодными, и сердобольные соседки иногда подкармливали детишек. В семье периодически вспыхивали ссоры. Однажды Людмила попала в автомобильную аварию. Травма головы была очень серьезной. Девушка несколько дней провела в реанимации. Поправилась, но родственники стали замечать в ее поведении некоторые странности. Она стала исчезать из дома еще чаще, пропадала целыми неделями. Папа Андрей меня и братишку бил за то, что мы его не слушали. Папа бил нас не сильно, мама нас не била. Папа Андрей с дедом каждый день пили водку. Папа обижал мою маму. Осенью 1996 года Людмила гостила у своей подруги в Карачаево-Черкесии. На обратном пути домой, возле города Борисоглебск Воронежской области, она ловила попутку. Там же пытался поймать машину 20-летний Олег Гузенко. Молодые люди познакомились. Это была любовь с первого взгляда. Олег тут же предложил Людмиле ехать к нему домой, к маме, в небольшое село. Людмила честно сказала, что у нее есть муж и 2 детей, но мужа она не любит и собирается разводиться. Дома Олег представил Людмилу как свою невесту. Любовники жили у матери Гузенко, ничем особо не занимались, лишь отдавались столь внезапно вспыхнувшим чувствам. Но через неделю Людмила начала беспокоиться о детях и вместе с Олегом поехала в Бугульму. Олег Гузенко родился в Воронежской области, состоял на учете у психиатра после детского сотрясения мозга. С диагнозом олигофрения учился во вспомогательной школе, сумел закончить только 8 классов. В армию с таким диагнозом его не взяли. Слабохарактерный молодой человек не имел ни постоянной работы, ни целей в жизни. В Бугульме сладкая парочка сначала несколько дней пожила у матери девушки. Затем Людмила перебралась с любовником в квартиру Курмышкиных. Там она представила мужу и свекру своего спутника как троюрного брата. Олег для знакомства сбегал в магазин, откуда вернулся с большим количеством спиртного и закусками. После первой бутылки растаял ледок неприязни, и муж Людмилы Андрей стал обнимать гостя как закадычного приятеля и друга семьи. Тогда никто и не мог подумать, к каким трагическим последствиям приведет появление этого молодого парня в семье Курмышкиных.
Алкоголь, проникая в организм человека, в первую очередь выключает сознательную часть. То есть получается, как бы у нас есть человек пьяный, это один человек, есть человек трезвый, это совершенно другой человек. Притупляются инстинкты самосохранения, да, какие-то принципы морали. Человек, в общем-то, склонен, может совершить какие-то агрессивные действия и так далее. Но каждый человек, он индивидуальный по своей природе. Естественно, алкоголь тоже действует на него индивидуально. В 1996 году количество преступников, нарушивших закон в состоянии алкогольного опьянения, составило 37% от общего числа правонарушителей. 80% бытовых преступлений, многие из которых поражают своей жестокостью и абсурдностью, совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Часто протрезвевший преступник ни себе самому, ни следствию даже не может объяснить причины и мотивы, подтолкнувшие его к злодеянию. В состоянии алкогольного опьянения совершается немалая доля таких тяжких преступлений, как умышленные убийства и покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование и покушение на изнасилование, разбои, грабежи, кражи, поджоги. Праздничные дни для сотрудников правоохранительных органов самые напряженные. Алкоголизация общества, она связана, как бы не хотели ее скрыть, именно с криминализацией общества. Чем больше алкоголизации, тем больше рост преступности. У нас сразу на ум приходит, какие преступления могут совершаться в состоянии алкогольного опьянения. Именно семейно-бытовые. Да не тут-то было. Первое место занимает, как ни прискорбно, это кражи. Выпили, не хватило. Тенденция такова. Вот если в 1996 году было зарегистрировано 12 600 преступлений в состоянии алкогольного опьянения, на сегодняшний день вот мы можем констатировать, в республике совершается от 4 до 5 тысяч преступлений. В 1996 году дом номер 6 по улице Комарова в городе Бугульма, где проживала Людмила Курмышкина и куда она привезла Олега, вдруг приобрел нехорошую славу. Здесь стали пропадать и погибать люди. В ноябре знакомые и родные обеспокоились пропажей мужа и свекры Людмилы. Андрея и Виктора Курмышкиных уже много дней никто не видел. Приходил брат Виктора Курмышкина, чтобы забрать его фотографию для объявления в розыск. Он с самого начала заподозрил неладное и подал заявление в милицию о пропаже Виктора. Ему сразу не понравился Олег Гузенко, этот новоявленный родственничек Людмилы. Внучка Марии Яковлевны Новоселовой не смогла достучаться до бабушки. Она сбегала домой за запасными ключами. Девушка нашла мертвую Марию Яковлевну на диване с подушкой на голове. В квартире все было перевернуто, вскрыт чемоданчик с похоронными принадлежностями. Новоселова жила этажом выше Курмышкиных. И старший Курмышкин, уезжая на работу, оставлял деньги. Об этом знала Курмышкина. Здравствуйте. Буханку белую, пожалуйста. Хлеб не подорожал? Нет, не подорожал. 2200. Спасибо. А сдачу, молодой человек? Ой, Людочка, здравствуй. Хлеб свежий, что ли? Да, свежий. Сегодня с утра привезли. Пироженки у вас появились, я смотрю. Да. Выбирайте давайте. А можно позвонить, а? Ну, вообще-то нам не положено, молодой человек. Ну я быстренько. Людочка, он с тобой, что ли? Да, со мной. Ну, позвоните. Господи, миленький. Деньги, Ну, не бери ты грех на душу. деньги. Возьми все, только не убивай. Не убивай. Миллион. Мало. У меня, ребят, больше нет. Эти деньги мы берем в долг на операцию больному ребенку. Завтра вернем.
Напуганная продавщица позже все-таки вызвала милицию. Сотрудники осмотрели место происшествия и по рассказу пострадавшей женщины быстро установили личности грабителей. После ограбления хлебного магазина Людмилу Курмышкину и Олега Гузенко задержали прямо у дверей квартиры. Парочка уже взяла билеты на вечерний поезд и собиралась покинуть Бугульму. Из миллиона, похищенного в хлебном магазине, у них еще осталось 800 тысяч рублей. Работники милиции и прокуратуры уже не один день вели розыск подозреваемых в убийстве Новоселовой и исчезновении Курмышкина. Олег и Людмила, задержанные за грабеж, сразу же стали подозреваемыми. На первом же допросе Курмышкина во всем призналась. Слабохарактерный Гузенко под напором неопровержимых улик написал явку с повинной. Из явки с повинной Олега Гузенко. Хочу сообщить органам милиции о том, что я совершил двойное убийство свекра и мужа моей невесты. 6 ноября 1996 года, примерно в 19 часов мы пришли к Курмышкиным. Муж Людмилы Андрей принес бутылку водки, и мы начали пить. Потом отец Андрея принес еще 3 бутылки, и мы еще пили. Потом у нас завязалась драка. В большинстве случаев, в общем-то, поведение человека зависит от дозы. Естественно, чем больше доза, тем быстрее наступает снотворный эффект, человек вырубается. Если очень большая доза, то он впадает в кому, теряет сознание, то есть отравление алкоголя. Поэтому предсказать поведение человека очень сложно. Курмышкин, приревновав жену, устроил бурную сцену. Через пару часов Андрей Курмышкин немного протрезвел. Людмила развязала мужа, который вновь стал выяснять отношения. Олег прямо сказал Андрею, что любит его жену и собирается на ней жениться и забрать вместе с детьми. Андрей вновь полез в драку. Олег отволок его в ванную комнату и там стал избивать. И несколько раз полоснул Андрея по лицу. Не удовлетворившись суровой мерой, он поднял обессилевшую жертву и с головой окунул в ванную, полную воды. Андрей перестал подавать признаки жизни. Опасаясь, что Курмышкин-старший найдет своего сына мертвым и заявит в милицию, Олег расправился и с ним. Гузенко зашел в спальную комнату, где спал старший Курмышкин. Сначала его душил, после этого нашел в комнате наждачный круг, и с этим крюком он нанес множество ударов в жизненно важный орган, голову старшему Курмышкину, от чего наступила смерть Курмышкина. Утром любовники обнаружили 2 трупа. На вопрос Людмилы, зачем он убил родственников, Олег ничего вразумительного ответить не мог. Только теперь до них дошел весь ужас произошедшего. Ночью, 8 ноября, через 2 дня после убийства, Олег Гузенко вынес трупы Курмышкиных на улицу и сбросил их в канализационный колодец. Утром отца и деда дома не было. Олег сказал нам, что мой папа уехал в Уфу, а дед уехал на работу. Любовники стали лихорадочно собирать вещи, но план побега не выдерживал никакой критики из-за отсутствия денег. Людмила сказала, что ее свекор Виктор Иванович работает вахтовым методом в геолого-разведочной партии, получает неплохие деньги, но часть зарплаты прячет от снохи и сына у своей соседки Марии Яковлевны. Решили сходить к ней за деньгами. Людмила знала, что полмесяца назад свекор оставил у нее 1,5 миллиона рублей. Гузенко тут же предложил взять эти деньги и написал записку от имени Виктора Курмышкина. Новоселова отдала деньги и спрятала записку. 1,5 миллиона парочка потратила очень быстро. Не прошло и месяца, как Олег с Людмилой вновь направились к пенсионерке. Немного поговорив с приветливой хозяйкой, Гузенко стал просить деньги. Та наотрез отказала.
Людмила в это время прошла на кухню. Гузенко стал угрожать Новоселовой убийством. Та не на шутку испугалась и вытащила свою заначку – 150 тысяч рублей. Гузенко возмутила столь маленькая сумма. Он повалил Марию Яковлевну на диван и быстро преодолел слабое сопротивление 75-летней женщины. Стал обыскивать комнату, вскрыл ножом фибровый чемодан с похоронными принадлежностями. Ему немного не хватило удачи. Он перешвырял все вещи, но не нашел 500 000 рублей, лежавших на дне чемодана под картонкой. Гузенко прошел на кухню, где скучала Людмила. Он сказал ей, что бабуля спеклась. По-видимому, не выдержало сердце. Покидая квартиру Новоселовой, криминальная парочка не постеснялась забрать все продукты из холодильника. 28 яиц, 2 пакета сметаны, килограмм пельменей и 3 банки сгущенного молока. Следствие продвигалось довольно быстро. Гузенко под тяжестью неопровержимых улик и свидетельских показаний вынужден был во всем признаться. Были проведены все очные ставки и экспертизы, допрошены свидетели. Во время проведения следственных действий и в явке с повинной Олег подробно описал моменты совершения преступлений. При большом стечении народа из канализационного колодца были извлечены тела отца и сына Курмышкиных. Следователи запросили характеристики на Гузенко и Курмышкину. Гузенко ему уже было, если не ошибаюсь, 20 лет. Он еще молодой парень был, ну, ранее несудимый был. Ну, как похож, честно говоря, ребенка он был похож. Ну, вел себя спокойно. Он еще не осознавал, что, может быть, такой плачевный будет приговор будет таким суровым. Он еще не понимал, что он совершал. Специалисты провели судебно-психиатрические экспертизы подозреваемых. Психиатры обнаружили у Гузенко снижение интеллектуальных способностей до уровня легкой дебильности. Однако общие критические способности сохранены. Интеллект снижен незначительно, поэтому может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Олег Гузенко был признан вменяемым и вместе с Людмилой Курмышкиной предстал перед судом. Экспертиза назначается судебно-следственными органами в случае, если они заподозрили наличие какого-либо психического расстройства у данного гражданина, совершившего правонарушение, или по особо тяжким правонарушениям, которые подразумевают под собой или пожизненное лишение свободы, или очень большие сроки. Невменяемости по уголовным делам – это у нас в Республике Татарстан около 11%. Невменяемый признается. Надо отдать должное Олегу Гузенко. Он действительно любил Людмилу и как мог выгораживал ее. В своих показаниях он постоянно говорил, что она не видела, не знала, что происходило. Он написал письмо родителям сожительницы. Олег называл их мамой и папой, а сыновей Людмилы – сынульками. «Мама дорогая, любимая, прости меня за то, что я натворил. Мама, как вы там? Как Вадимка с Женькой? Я их очень люблю и скучаю. Когда будет свиданка с тобой или с папкой, то прошу вас, приведите сынулек, я хоть последний раз посмотрю на них через стекло. Мама, я постараюсь, чтобы Люду отпустили на волю. Я ее отмажу на суде, она может получить только 2 года условно. Ее не посадят. Я постараюсь на суде это сделать. Не знаю только, будет ли она ждать меня столько лет. Мама, я надеюсь на вас с папкой, что она с собой ничего не сделает и не выйдет замуж за другого». 14 мая 1997 года Верховный суд Татарстана вынес приговор. Людмила Курмышкина была осуждена на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Дети передавались на попечение органов опеки. Олега Гузенко приговорили к смертной казни с конфискацией имущества. Раньше законодательство учитывало в качестве отягчающего обстоятельства совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, а при назначении Курмышкиной наказания суд учел наличие у нее 2 детей. Олег Гузенко и его адвокат не смирились с приговором. Они вспомнили все диагнозы Гузенко и отправили кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации.
Приговор остался без изменения. Гузенко подал ходатайство о помиловании сначала на имя президента Татарстана, потом на имя президента России. Спустя 2 года после вынесения приговора, 3 июля 1999 года, президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин, руководствуясь принципами гуманности, постановил помиловать Гузенко Олега Викторовича и заменить ему смертную казнь на пожизненное лишение свободы. Людмила Курмышкина была освобождена условно-досрочно за 10 месяцев до окончания срока приговора. В деле бугульминских Ромео и Джульетты была поставлена точка. Недавно, где-то, может быть, год назад, он обратился в нашу прокуратуру с письмом, чтобы мы нашли ему хорошего адвоката.